Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы будем делать расклад на отношения. Отношения в настоящем, чувства, что на сердце у партнера вашего, да? Расклад будет на 3 позиции. Так. Три позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте ваш вариант. Загадайте вашего партнера, загадайте вашу ситуацию. А мы начнем с первой позиции. Так. Это сигнификатор всей ситуации. Я сейчас разложу побольше карт, чтобы было более понятно. Ваши отношения в настоящем с загаданным партнером. Так. Ну, с одной стороны, как бы здесь есть чувства друг к другу, и есть какая-то даже стабильность в ваших отношениях, но между этим у нас стоит туз мечей. То есть, возможно, как что-то преградило вам путь, или как кошка пробежала между вами, или еще что-то. Вот. И сигнификатор ситуации у нас шестерка мечей. Тут как бы может проигрываться как выход из отношений, или то, что человек здесь перенаправляется с одного берега на другой. Так, ну мы сейчас еще выложим чувства на сердце у человека по отношению к вам. Так. Так. Да, ну какие здесь чувства у нас? В общем, у человека очень много страхов, он может быть обижен, извините, обижен на вас, ситуация еще подвисла, и все-таки какой-то вот идет как будто бы выход из отношений, и сам сигнификатор тоже нам об этом как бы намекает. Человеку что-то не хватает, он пытается что-то найти, что-то выяснить, какой-то недостающий пазл в его жизни. Ну, в общем, какие-то чувства очень удрученные. Давайте спросим мысли и планы человека по поводу ваших отношений в дальнейшем. Но ему как-то бы хотелось обходить какие-то острые углы в отношениях между вами. И он все-таки мыслит вас как женщину, с которой он мог бы построить серьезные отношения. Может быть, вы уже находитесь в отношениях, и вы его жена. Вот, потому что девятка пентаклей — это у нас женщина самодостаточная такая, как бы у нее все есть, она в гармонии с собой. Так, пришлось отвлечься. Ну, в общем, вот по этой позиции хочу сказать то, что человек, в принципе, у него есть на вас какие-то планы, он хочет что-то с вами выяснить, хочет обойти какие-то острые углы,
И, в принципе, он воспринимает вас как женщину для серьезных отношений, которая подходит ему. Вот, и ему хочется, ну, есть к вам, скажем так, тяга сильная. Вот, так что можно сказать, что мысли и планы на вас однозначно есть. Давайте спросим, что ожидать в поведении человека на ближайшее время. Так. Ну, тут у нас после девятки пентаклей выходит еще и королева пентаклей. То есть вы для него некий идеал женщины. Вот. И по пажу мечей можно сказать, что он с вами, как я уже говорила, хочет выяснить что-то, какие-то моменты, чтобы ему скорее уже стало полегче, если он сейчас находится в таком не очень хорошем состоянии, удрученном, или если вы находитесь в удрученном состоянии. То есть он хочет в любом случае как-то вот поговорить с вами. Давайте посмотрим развитие отношений на ближайшее время с этим партнером. В принципе, по восьмерке жезлов можно сказать то, что как-то все стремительно будет развиваться. Тут человек у нас выходит королем мечей. Несколько холодный товарищ и очень по первосвященнику тоже можно сказать с такими очень традиционными взглядами на жизнь. Суховатый товарищ в плане эмоций. Если это ваш партнер, он таким проигрывается, то в любом случае как бы какое-то развитие нам предвещает вот эта карта. Карта стремительных новостей. Давайте спросим к совету карты Таро для вас. Так, ну, карты очень вышли. Мне бы не хотелось этого, конечно, говорить, но карты какие-то печальные очень вышли. По дьяволу можно сказать, что у вас какая-то очень сильная зависимость есть друг от друга, или кто-то из партнеров манипулирует другим человеком. Вот, у вас как бы кармические такие отношения. И карты намекают на то, что вы с этим человеком находитесь в какой-то безресурсности. То есть, ну, как бы эти отношения вас тянут вниз, ваши эмоции на нуле, может быть, даже материально вы на нуле из-за этого человека. Вот. И как бы эти отношения тянут к тому, чтобы как бы лучше выйти из них. Как-то карты вот нам подсказывают. Давайте еще какие, может быть, какой-то еще совет карты нам дадут. Ну, карты говорят все-таки о каком-то разрыве между вами с этим партнером. Вот. Вы после вот этой вот безресурсности, да, будете работать над собой, станете хозяйкой, вот императрицей. У вас все будет хорошо,
но если вы разорвете отношения с этим человеком, потому что они у вас идут все-таки по дьяволу. Вот. Я вот так эти карты проигрываю. Еще раз нам карты говорят о том, что нужно порвать как-то с этим. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Пишите, у кого как проигрывается. И сигнификатор вот нам все-таки намекает на то, что тут человек перенаправляется с одного берега на другой. То есть карта тоже намекает на то, что надо как-то выбрать новый путь себе. Вот так вот скажем. Такой был первый вариант. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите комментарии. Так. Давайте посмотрим вторую позицию. Так. Карта сигнификатор. Карта праздника, веселья или любовного треугольника. Сейчас будем уточнять. Так, отношения в настоящем. С загаданным партнером. Так. Вы выходите здесь как тоже, как и в первом раскладе, вышла нам здесь женщина самодостаточная, у нее все есть, она гармоничная очень. Тут как бы карта райского сада. Вот, и карта влюбленная вышла, то есть показывающая, что между вами есть чувства, эмоции, как бы теплота, любовь, вот это вот все, да. Вот, но посередине лежит у нас карта Луна. Карта каких-то очень глубинных подсознательных страхов. Что-то здесь явно не так. Так, давайте спросим чувства, что на сердце у загаданного партнера. Нашему партнеру как бы тяжеловато на сегодняшний день. Он в чем-то разочарован и ушел искать что-то недостающее для себя по 8 кубков. И рядом еще лежит карта двойственности. То есть человек строит какие-то планы, думает, обдумывает за и против. Вот. Ну и тут выходит слева нам карта стабильности, карта свадебной церемонии. Тут может быть здесь карта проигрывается как то, что человек вышел из этой стабильности и ушел в двойственность. То есть все у вас было хорошо, стабильно, но человека либо что-то обидело, либо он почувствовал, что что-то не так, и он как бы ушел в какие-то свои планы. Так, ладно, сейчас еще уточним. Так, тут у нас вопрос: мысли и планы человека на сегодняшний день. Так. Ну, с одной стороны, в планах у него как-то
Сейчас, извините, камера. Так. Ну, с одной стороны, его тянет очень к вам, он хочет к вам проявиться, но с другой стороны, он у нас король мечей, человек, который не любит проявлять свои эмоции, очень холодноватый. Вот. И как будто у него сейчас нет никаких мыслей и планов. Он находится в удрученном состоянии, может быть, голова у него болит или еще что-то, и есть какие-то тоже страхи. Ну и по карте Луна, которая нам вначале выходила, тоже это показывалось, что есть какие-то недоговоренности, недомолвки. Так. Но тем не менее человек все равно хочет как-то проявиться. Что ожидать в поведении партнера на ближайшее время? Он хочет проявиться с каким-то разговором, с какой-то новостью, и хочет, может быть, как-то обойти острые углы в разговоре. Либо эта карта, конечно, может быть и в отрицательном значении, что человек хочет как-то вас, может быть, в чем-то обмануть. Ну а так вы для него как бы идеал, то есть он все равно хорошо к вам относится, он воспринимает вас своей женщиной, потому что там девятка пентаклей у нас вышла, и карта звезда говорит, что вы для него какая-то недостижимая мечта. Так, развитие отношений на ближайшее время. Ну, пока, возможно, партнер как-то сидит пока в раздумьях, как ему быть, что делать, и он не видит шанса, который ему протягивает вот эта рука. Что можно решить какой-то конфликт или что-то вот между вами, что произошло, да. Ну, человек, может быть, ушел здесь в работу. Так. Ну, по этой карте можно сказать, что развиваться потихонечку что-то будет, но у человека сейчас, либо у вас, либо у вашего партнера, вот такое вот состояние задумчивости. Так. Совет от карт Таро для вас. Давайте посмотрим. Вам тоже нужно заниматься построением своих планов каких-то, не заморачиваться по поводу той ситуации, которая между вами есть. И какое-то время эта ситуация еще будет висеть в подвешенном состоянии. Вот. Поэтому вам не нужно на ней зацикливаться и нужно заниматься своими делами.
Давайте еще выложим. Ну, все как-то воскреснет, и человек снова будет тем королем, который может давать эмоции. И, в принципе, солнце освещает вот этот путь. Под конец нам хорошие вышли карты. Просто ситуация подвешенная пока. Вот. Но на будущее все будет хорошо. Вот. Надеюсь, что эта карта не предвещает никакого любовного треугольника, сигнификатор, да, в начале, а, ну, как бы карта, которая говорит о том, что скоро будет веселье, праздник и отдых некий. Вот. Такой был расклад, вторая позиция. Спасибо вам за просмотр. Давайте посмотрим третью позицию. Так, третья позиция у нас справедливость. Так, ваши отношения в настоящем. Ну, посмотрите, здесь у нас, с одной стороны, вы двое влюбленных и ваше семейное счастье, и выходит последняя карта десятка мечей, то есть как будто что-то бы обрыв, как будто что-то закончилось, как будто закончился какой-то период в ваших отношениях, либо, не дай бог, вообще разрыв. Но все равно карты нам показывают то, что может быть, конечно, так получится, можно проиграть эти карты, что вот со стороны женщины идет как бы семейное счастье, а со стороны мужчины как бы какой-то разрыв. Так. Чувства по отношению к вам. Что на сердце у человека на сегодня? Ну да, показывается как-то, что он взял вот эту ситуацию в руки, помогу, пытается ею контролировать, да, и, ну, немножко по-другому скажу. В общем, человек решил здесь пойти на поиски, можно даже сказать, что вышел как бы все-таки из отношений, скорее всего. И как бы он спровоцировал, помогал эту ситуацию. Так. Мысли и планы человека по поводу вас. Ну, тут получается то, что, может быть, человек хочет положиться как-то на судьбу. Ничего особо не загадывает. Но тут явно был какой-то кризис между вами, выяснение отношений по пятерке мечей. Так, выходит еще нам жрица, то есть тайная женщина. Так, ладно, будем уточнять эти карты. Что ожидать в поведении в ближайшее время от человека? Так, ну, в принципе, он как-то хочет воскресить эти отношения. И тут туз кубков, любовь, да, и туз жезлов, страсть. Ну, достаточно очень мощные карты, я хочу сказать. Угу.
развитие отношений на ближайшее время какое будет. Так, ну, он выходит у нас тут жезловым королем. Который в планах находится. И вот что-то, конечно, вот здесь мешает. Девятка мечей, карта страхов, иллюзорных страхов. Кто-то из вас, скорее всего, будет находиться в таком состоянии. И человек в двойственности находится. Так, давайте спросим совет у карты Таро для вас. Ну, тут опять как-то так выходит, что надо работать над собой. Вы у нас выходите здесь императрицей. И карта звезды еще. Ну, то есть не нужно беспокоиться, что вы какая-то недостойная женщина для этого партнера или еще как-то. Вы достойны. То есть вы очень мудрая, гармоничная женщина. Нужно стремиться быть такой. И я думаю, что этот человек, если у вас есть какой-то конфликт или разлад в отношениях, он все равно понимает, что вы для него императрица. Давайте еще выложим. Ну да, как-то добро тут побеждает у нас однозначно. И солнце, и влюбленные, очень солнечные карты. И шестерка кубков. Либо карта общих детей, либо карта ностальгии. Это у нас ностальгии по партнеру. То есть, скорее всего, вы с этим партнером друг другу по судьбе предназначены. Вот. Пишите, как проигрывается у вас этот расклад, потому что немножко как-то ситуация тоже не совсем понятная. Ну и сигнификатор у нас справедливость. То есть к этому человеку по справедливости, по его поступкам надо относиться однозначно. Вот. И при хорошем раскладе все у вас будет хорошо. Карта Солнца освещает вам путь ваш. Поэтому занимайтесь собой, будьте императрицей, и все будет хорошо. Вот такой вот у нас третий расклад. Спасибо вам за просмотр. Пишите, пожалуйста, комментарии.